Часть вторая. Мы доделываем Хонду. Макс вот ее на колеса поставил, уже все. Залили масло. 2 литра масла заскочило сюда, так как все было слито полностью. Вот. Макс новые линки поставил, потому что те линки были умотаны. Мы попросили хозяина, чтобы он купил линки CTR-овские. Вот он взял, свеженькие. На новых линках будет. Так вот, была сложность. Палец от линки там остался. Мы его отболгарили аккуратно, короче. Сняли. В принципе, все. Сейчас, что нам осталось? Сделать калибровочку. Запустить все, да? И посмотрим, что у нас. Как оно будет работать. Должно быть все четко. Электрику всю подрубил, да? Чеку уже тоже? Или пока нет? Чеку нет. Нет пока. Сейчас аккумулятор зарядится. Аккумулятор поставим. Но. Тогда чеку поставим. Аккумулятор у нас тоже доходит уже. Тоже мы аккумулятор на зарядку поставили. От этого автомобиля чуть подсевший был. При калибровке нам надо, чтобы аккумулятор был заряжен четко. Приступаем к процессу калибровки. Сейчас Макс запустит. Калибруем везеля. Ну и все. В принципе, будем пробовать его на ходу. Да, можно уже все. Как обычная машина уже. Вот обслужили подшипник. Откалибровали машину. Смотрим на ходу, как она поедет сейчас. Может побольше даже прокатиться. Может по вилюйке дать. Ну, вокруг вот так. Понял, да? По объездному сюда вернуться. Надо маленько притереть его сейчас, ну, чтобы прокатился. Гнать не нужно. Ну, гнать не нужно, потихоньку, да, езжай, как обычно ездишь, так езди. Сейчас заколебает. Она у тебя и до этого хорошо ехала. Да. Она у тебя и до этого, да. Пока вот разницы как бы но это, скорее всего, ты разницу не ощутишь. У тебя единственная разница в том, что ты не будешь теперь бояться за свой подшипник. Да, это вот. точно. Потому что разница могла выйти уже буквально вот 1020, она бы уже у тебя была. А это уже вернуть нельзя. То есть выработку мы, извините, вам сделать не сможем. Мы не волшебники. Вот. А так, главное не доводить. Вот и все. Сейчас почти, я больше чем уверен, основной процент везелей, которые ездят, ну, кто, они же не знали ни об обслуживании, не знали ничего, как бы. И не, конечно, я думаю, что там уже подшипником плохо. Некоторые уже в критичном моменте ездят уже. У некоторых более-менее, ну, где машинки посвежее, которые еще более-менее. Может, куда-то уже даже лазили во Владике. Мы этого тоже не узнаем. Ну, как мы узнаем только при вскрытии подшипника, вот и все. Есть там смазка какая-то, нет ее. Или там может какая-то другая смазка может обнаружиться, как бы так. У тебя блюшка была синяя смазка. Ну, она уже была как, ну, заводская вот эта, которая. Ну, печка, что, печка дует. Печка дует, машина крутится, все вертится. Так. Как бы да, для меня то, что вот как она ехала, она в принципе едет точно так же отлично. Самое главное, что на данный момент я уже за выжимной спокоен. Это самое главное. Что не надо мне думать, что вдруг я попаду на бабки. Ну и предельно аккуратно это все сделали. Стараемся сильно не ворыжить этот подшипник. То есть туда, куда не должны руки лезть, туда руки русские лезть не должны. Вот. Что смог, то смог. Как бы докуда добрался, там обслужил. Все. Сейчас подшипник обслужили тебе еще и этот, который на маховике. То есть Макс его вскрыл, смазочки набил. То есть добавили ему еще ресурса, получается. У него ресурс другой будет теперь.
еще новая жизнь, можно сказать. Ну а сколько будет смазка вот эта зеленая ходить, ну это уже практика покажет. Я думаю, она хорошая, потому что характеристики у нее мощные вот этой вот кастроловской смазки. Ну и ребята вот все-таки с Honda.ru, вот эти ребята, наши друзья. Серега, привет, если смотришь видео, я знаю, ты меня смотришь. Это самое, ребята, мы у них маленько переняли этот опыт. Как бы пацаны молодцы, в чем-то нам подсказывают, помогают нам, поэтому как бы я даже не знал, что у меня такой друг появится. Ну и в принципе, они уже этой смазкой пользуются давно. Он перешел на смазку именно кастроловскую. Раньше они блюшку забивали, и он все машины отозвал после блюшки. Бесплатно переделывает. Почему? Потому что он не уверен в той смазке. Говорит, что были прецеденты, когда машины приезжали после 30, после 20 тысяч километров примерно уже. И, ну, как бы после обслуживания подшипника, и, в принципе, уже ничего хорошего там не было. Он говорит, что как бы она, центробежная сила, эту смазку блюшную раскидывает по краям. И Ну всё. да, я ваши А шарики, по сути, внутри уже не смазываются толком, да. Да, радар у тебя нифига матерый. Вообще все волны берет, да. Вот сейчас по нормальной дороге поедем, как раз. Да, маленько как переключения будут. и газанешь. Шумов никаких вообще. Сейчас, ну сейчас работает, конечно, подшипник четных, нечетных передач. Сейчас не подшипник холостого хода и работает, а подшипник холостого хода страдает именно при стоянке, когда он стоит, получается, машина на нейтрале. Ну и когда педаль тормоза всегда нажата, и, ну, это получается в пробках происходит. Когда ты стоишь, педаль нажата, и все время долго стоишь, подшипник начинает работать. Идет износ. Также вот ты холд-брейком пользуешься? Всегда. Да? Вот тоже мужичок до этого был у нас, тоже наш подписчик, ну и наш, у нас обслуживается. Он говорит, я пользуюсь брейк-холдом. Ну, видео было, он нам объяснял все это Не, дело. с ним вообще удобно. Да. Не надо лишний раз тебе нажимать на тормоз, не зная, как плавно тебе держать или, блядь, до упора. Да, или ручником постоянно пользоваться. Ну. Он говорит, она работает только брейк-холд, когда есть Ну, знаешь, ремешок. Ощущение такое, что гораздо, ну не то чтобы гораздо, но что да, еще меньше, заметнее переключения. Чуть-чуть, стали, да? плавнее, да, как-то? Да. Ну, дай бог, чтобы так и осталось. А Ну, так, это- да, и скорость, ну, нормально так, хорошо набирает. Ну, и до этого, в принципе, проблем не Я говорю, было. у тебя машина такая, что у тебя проблем не было, в принципе. Я говорю, если обслужить неправильно, можно ведь и рабочую машину сломать, правильно? Вот в чем. И мы тоже это боимся, тоже где-то что-то как-то. Всякое бывает, все бывает. Но стараемся делать предельно аккуратно. И получается. Самое главное, что получается. Уже какая по счету машина уже? Уже вторая обслуженная. До этого замены коробок, ремонт сцепления был. Ну, то Ну, есть- считай, 2 везеля вы, да, обслужили? да, 2 везеля мы уже четко обслужили, да. А до этого были шаттлы. До этого были шаттлы, один с новым сцеплением. Чем мы там, в принципе, ничего не обслуживали, просто воткнули с коробки оригинальное сцепление с готовой смазкой и все. И приезжал к нам с контрактной, ну, уже с износом сцепления. Но, в принципе, нормально. Тоже, я бы сказал, хорошо все. Так что Макс у нас красавец, тоже все разбирает, все собирает, все аккуратненько. Ну да, 3 дня вот ребята уходят на работу везеля. Буквально. Даже не 3 дня, ну вот сколько, 2 дня полных и сегодня полдня, да? Ну вот. Лучше не торопиться не надо, нюансы бывают. Вот здесь, допустим, у нас мы встретились
с линками убитыми. То есть, вернее, с одной, но вторая тоже уже получается, мы просто поменяли и все. Чтобы было две одинаково изношенные. Ну, износ у него ресурс одинаково будет уходить сейчас. И потом опять две линки будешь менять, не по одной. Вот. С этими камерами даже не дают нормально разогнаться нигде. Опять же, почему лучше машину обслужить у нас хорошо, что мы посмотрим вам все. То есть посмотрим сальники, проверим подшипники. Все, куда мы залезли, мы все посмотрели, все проверили. Шаровые даже мы смотрим, в принципе, говорим. Если балка снята, нам шаровые сейчас перепрессовать. Вообще никаких проблем. У нас все есть, пресс есть. Просто клиент привозит с собой на нужные запчасти. Мы просто это все допилим и поставим в нормальном состоянии будет все. А не так, что в некоторых сервисах: ай, давайте я свою работу вот эту только сделаю, деньги содрал, а там что там дальше получится. Поставил на убитую шаровую, просто какой-то агрегат поменяли, а шаровая по факту убитая. Человек выехал, он ему даже об этом не скажет, и по сути, может беда случиться просто на дороге. Тоже на эти нюансы тоже надо учитывать. Брейкхолд — это тема. Да, брейкхолд хорошая тема. Честно, мне Везель очень нравится как машина. Очень. У него нету конкурента. Что брать за такие деньги? Российское что-то? Ладу, да, взять эту. Или там Ниву, да? Нива стоит в пределах такой же суммы, новая. Ну, да. На кой хер она нужна, когда здесь там нету ничего этого красоты вот этой всей. Нету ни круиз-контроля адаптивного, ничего нету. Научились бы делать машины, хотя бы сделали бы наш российский автопром что-то подобное к Везелю, хотя бы похожее. Уже было бы что-то нормальное. Но нет. Хочется быть фанатом, конечно, своей страны. Ведь и страна должна я считаю, что она, допустим, производство наше должно конкурировать, делать все, чтобы все-таки человеку это нравилось, чтобы продукт выпускался более-менее хороший, качественный. Но у нас так пока не получается, и поэтому люди выбирают иномарки. Что бы ни говорили, правый руль, нету пока что никакой конкуренции. Китайский рынок еще непонятный тоже. Я красивые машины, конечно. Мне Чинган понравился, вот этот Юните, Юникей. Красивая машина за свои деньги, чё бы нет. Если бы он был качественный, 3500, допустим, новая машина с такой навороченной начинкой, я считаю, что это круто. Но как он себя в Якутии покажет? Я смотрю, сегодня даже видел 2 уже Юните. Катается у нас по городу. Красивые, заразы. Да, вообще красавчики такие, ё-моё. Если они будут работать хотя бы здесь лет 10, отходит, и он будет в нормальном состоянии, ничего у него не сломается, я считаю, это показатель, и тогда эти тачки можно покупать, да. Время покажет только. Пока машины новые, не поздно. Но во Владике люди уже матерятся. Просто общался с людьми, с ребятами, кто продает эти машины. Говорят, что ничего хорошего пока в Китае нет. Они красивые, напичканные, да? Вообще, тут планшеты, все полностью. Даже все русифицируется, в принципе. У ребята уже научились прошивки делать. Наши русские уже перепрошили весь этот компьютер. Кайфово, конечно. Можно руль отпустить, она тебя увезет до точки. От точки А до точки Б. Вообще без проблем. Тема. Это как Тесла получается уже. Ничего. Так что Везеля надо просто обслуживать. Будут они бегать, и Honda это неплохо. То есть просто надо. Нет, конечно, как любую машину, вовремя надо обслуживать. Да, то есть как это у человека то же самое. Лучше предотвратить болезнь на ранних стадиях или там ее выявить да, чем ее потом с ней заниматься. Там уже начинаются ромашки. Плеточку ты видел? Да, плетка у тебя прикольная. Вообще. Да вообще у тебя в машине так-то, я смотрю,
много каких-то интересных штучек, которые я нигде не видел. Вот, ну, любишь такие мелочи всякие. А эти мелочи придают интерьера. Вот. И машина совсем другая становится. Даже вот регистратор взять. Ну, видно, что качественный регистратор. Не китайский какой-то там, да, стоит более-менее. У тебя что, это Xiaomi, Не, ну что ли? да, это Xiaomi, только хорошая модель. Ну. Нормальная. Вот. Тоже вещь хорошая должна быть. У тебя муфточка прогрелась. Сейчас бачки дольем жидкости, потому что сейчас бачки осадились явно. Мгм. Сейчас до уровня их догоним и все. Так, а помнишь, кому-то ты делал машину, и задний ход, ты говорил, что-то у него там не работает, приехал, сейчас как раз задний ход сразу проверил. А, да, ну это вот, Это на какой машине это было? было у нас на шаттле на первом. Что-то не так докалибровалась она почему-то. И у него он просто тупо задом не ехал или что? Не, она что-то тупить вообще жестко начала. То едет, то не едет, короче. И задняя скорость у него почему-то это. То включится, то не включится. Вот была такая фигня. Почему непонятно. Там вообще мы не в цеплении руки даже туда не заводили. То есть мы его просто поставили и все. Вот так получилось. Не знаю почему. Ну, с второй калибровки все четко. Сейчас человек ездит, все нормально. Бывает все-таки, у меня машины были, которые с первого раза не проходили какой-то этап калибровки. А это прошла с первого С первого раза. Вот до этого Везель был, по-моему. Ну, он просто приезжал на калибровку. Ага. Вот, кстати, по-моему, вот этот дядька, который из Житая, у которого, ну, он холдом, про холд рассказывал, по-моему. У него с третьего этапа почему-то она не прошла. Пришлось еще раз делать, короче, все заново. И все нормально прошло. Непонятно почему. Может, выработка подшипника какая-то уже есть. И с первого раза что-то ему не понравилось. Где-то на перекос встал он чуть-чуть и все. У него вот самый вот этот этап, это усилие зажимного усиления муфты, когда он проходит. Это самый такой этап, который китайцы все не проходят. Короче, с косячными подшипниками там не проходит калибровка этот этап. Если где-то что-то, зазоры какие-то там, ну такая тема, короче. Кстати, по переключению, да, плавнее. Чуть-чуть, но плавнее. Ну должен, по-любому. Ну как, смазка новая. Покатаешься там в группе, откликнешься, визелистов, там скажешь, как, что лучше, нет. Чтобы люди понимание имели, что, ну, можно обращаться, можно. Не боялись этого. Потому что они боятся вот, а потом-то только хуже этой боязнью делают. То есть, все, просохатил момент, все, не приехал, все. Тут, ага. Если даже какой-то внештатный будет у нас ситуация, если человек приедет и у него все-таки подшипник, мы вскроем, что убитый, и там уже бесполезно что-то обслуживать, у нас всегда имеются подшипники на обслуженные, уже готовые на замену. Да, готовьтесь как бы к такому моменту, что может такое случиться, что сверху придется еще купить подшипник, как бы так. Хочешь еще прокатись, что? Не-не-не. Ну так, в принципе, ты это Я в нормально прокатил. пределах, да, этой эксплуатации ты все поймешь. Все нормально, ненормально. Ну, едет задом тоже как бы нормально. Нормально все. А? Все, сейчас штришки последние сделаем, броню поставим. Макс проверит, бежит, что не бежит, и закрутим этот актуатор и жидкости добавим. И на этом все. Макса радует, короче, что все сухо. Да, Максим? Обычно должно быть все, блядь, влажно. Ну да. Особенно у нас в якутских сервисах.
у нас была, ага. Ну, он человек на шаттле приехал, ему Потекло. поменяли где-то сальник, короче. Так. Ну да, да, пойдет, я видел. пойдет. А Есть тут вроде получается привода, они просто в коробку воткнутся и все, без всяких колец, стопоров, да? Ну, щелчок должен быть, там А, есть какой-то. Ну ага. я понял. На место встает она. Триподы тоже вот эти. Вылетает, зараза, он легко. Он Мгм. выходит Ага. вообще. А туда его загнать только специальное вот положение должно быть. И до щелчка такого. Она должна провалиться туда. А по пыльникам посмотрели, не порвано нигде ничего. Не, все нормально. Вот только линки вот у тебя, вот и все. Линочки и все. А эти наклейки ты сам, да, заказывал или что? Да. Или так было? Не-не-не, я так- Покупал, да? Ага. Прикольно. Потому что я такого ни на одном везеле не видел. Эти А вот- наклейки вообще они шли на ручки. Вот А, сюда. ну-ну. И прозрачная пленка была. Ну, пленка мне не понравилась, поэтому я отсюда, они изначально были здесь, я отсюда на зеркала. Получается, а это уже- ручки ты уже сам Да, покупал. и задние. И задние да. вот эти, да? Сам ставил? Да, да. Нифига. Тоже разбирал, да? Нет, тут разбирать, это же не ручки, это накладки. Накладки просто. Накладки под Защелкиваешь и все. да. Нет, Или у них клеится. этот тремовский скотч, просто я его феном хорошо разогревал и снутри, и ручку саму, чтобы они намертво встали. Все понял. А я думал, полностью надо вот это. Не-не-не. Ну. Ну, вот круто. Просто как. я как бы видишь, изначально делал, что машина либо, ну, черно-белая получается. Черная, черная, черная. А что еще тюнинговал? Вот эти колеса ты брал, да? Да. Отдельно уже. Ну что, реснички. Угу. Колеса как АМГшные эти, как Ну да, мерседесовские. Слышал. Не, мне понравились они вообще, потому что у них, видишь, у них у родных выноса нет, родные семерки, эти восьмерки, она смотрится агрессивнее, потому что у нее вынос идет. Мгм. Ну да, да. Да, все визеляут, которые чуть-чуть с выносом, они... По ходовке как? Стуков. Нету ничего. Нету вообще ничего. Да, хватило стука, когда мы выезжали. Я испугался, я подумал, что в коробке что-то пиздануло. Не переживайте. Это хлинка встала. Естественно. Может не линка, может быть еще Ну, первый раз я... шаровая вот это вот. Чуть встала на место, короче. Она же, ты же под натяжением же его разэтовать. Самое главное, чтобы ничего там не вывалилось. Не, все нормально, я же смотрю. Не, ну, Колеса Макс тоже нормально, да, Всё закрутил? естественно. Колеса вроде стоят. Ну, я почему переживаю, потому что столько было, как говорится, проделана огромная большая работа, столько было снято фишек, откручено болтов. Ну и есть как бы такое свойство все равно у каждого человека. Мало ли что-то. что-то не докрутить, да. Это человеческий фактор, никуда не денешь. Поэтому я просто вот за это, ну, переживаю и все. Ну, наверное, как нормальный человек. Конечно. Да так человек и должен к своей машине относиться. А не так, что, похер ездит, что-то как-то ездит. Масло, да, пойдет масло. Лукойл, давай Лукойл зальем. В японскую машину, ё-моё. Там еще по видео смотрел, по-вашему, не по-вашему, когда вот масло-то заливаешь в коробку, там же есть вот эта пробка, которая смотрит, что бежит масло, что уже все полное. Мгм. Она же может сломаться, пластик. Там, Пластик да. может. Если, допустим, он сломается, что происходит? Там вытекает масло или это как заглушка для этой, да, дырки? Ну, масло, если полностью она выйдет оттуда, да, Мгм. то она вытекет масло. Ну то есть, получается, она закручена на болт и заглушка в этот. Вставлено, да. Но вот если она оттуда чуть-чуть выйдет хотя бы, Ага. герметичность упадет, все, она выйдет. Ну, кстати, бывают случаи, когда камешек туда прилетает. Вот у кого брони нету, Ну, да. вот, легко вообще ломается. Ему много не надо. Он Макс один раз видел, короче. Ну, к нам приехала пробка буквально. Угу. Она уже была подломана. Ну, видно, что ее лечили, короче. Макс болт открутил, он его толком-то и не тронул. Она чпоньк напополам, короче. А мы смотрим, а там уже ее паяли, короче. Вот. Залеченная. Ну, тоже залечили и все. А что мы сделаем? У нас пробка сейчас у меня на запасе есть, я купил, да. На такой случай. А так, 9 рублей пробка во Владивостоке. Да. И нигде не купишь еще. Ты ее не найдешь, эту пробку. Я вот сейчас думаю ее на 3D принт. На- Не нужны больше? Болтик. Где-то я... Куда я мог был болтик деть? Какой? Крестовой болтик.
Короче, на 3D принтере хочу эту пробку сделать. Размножить, пускай Тема. будет. Ну. Так, клипсы, Максим, не нужны, да, тогда? Не, клипсы, да, можете все на место положить. Сейчас еще с каждым днем все лучше и лучше будет. Да, катание чуть-чуть. вообще подшипника не слышно. Чисто вот двигатель. С каждым Не днем то, движок ровно тише работает. будет. Движок вообще работает. Клапана не стучат? Пока Не, четко работает. Хотя потом многие говорят, как-нибудь отрегулируем, если будут стучать. ну я пойму, да, что Да. нужно стучать? Макс умеет регулировать. А, если ну, что. Отлично. Там, да, смысл. Как с первых поколений, просто такая. Ну все, сейчас последний этап, я дроссельку откалибрую, ну, обучаю дроссель, и клиента отпускаем. Прокатились, проверили, все нормально. Макс проверил на течи, нигде ничего не бежит, в актуаторы добавили жидкости чуть-чуть. Все, в принципе, на этом. Все, везель от нас поехал. Обслуженный. Ну, а мы дальше работаем. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «Верь». Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я